твои работы. Хочу, чтобы немного рассказал о них, насколько они ранние, хотя ты молодой, у тебя все работы ранние наверняка. Что за вот интересная скульптура такая? Со всем остальным, если все ясно, ну, образно говоря, вот тут у меня возникают такие сложности. Это я посвятил своему отцу, погибшему. Он у меня умер в 2006 году. Я посвятил мою бабушку вот здесь вот. Видите, ангелы заскрыли у него. Вот он лежит на том свете, а рука придерживает, как Бог. То есть это такая метафора своего рода. А вот подскажи, как идея возникла? Это все спонтанно, особенно у творческих людей, где такой необъяснимый процесс, но все равно мне хотелось бы немного узнать о твоих ощущениях, как это было. Вот принято считать, что, к примеру, там человек лежит, приходит какая-то мысль, он встает, начинает делать, или же какой-то ассоциативный ряд, и который побуждает его на какие-то действия. Как в этом случае это все происходило? Но я эскизы не делаю, все в голове держу. Так, это все у меня, все с головы. Все у меня здесь. Это тоже вот. Видите, какая работа, вот смотрите. Это моя дипломная была. Ага. Это тоже с головы все. Я ни один эскиз не сделал, на карандаше не показал. Так, Тимур, это по правилам или не по правилам? Вот в чем вопрос. Насколько мне известно, для того, чтобы начать какую-то скульптуру, нужно сначала написать эскиз, Но это потом все начертить, для себя определить, сделать какую-то миниатюру, потом уже переходить на более масштабные работы. Потом все узнают. Неинтересно будет. То есть ты не хочешь раскрывать карты Конечно. заранее, да? И что, какой эффект ты получаешь в итоге? Хороший. А что здесь в этих работах? Вот расскажи немного о них. Это твоя дипломная работа, а когда ты ее защищал, в каком году? Это в 17 году было, в конце июня. А в чем особенность этих работ? Вот чем они отличаются от всех остальных, на твой взгляд? Вот, допустим, вот эта вещь. Я назвал ее обрыв. Если снизу посмотреть, видно, как он хочет уйти. Что-то его продерживает. Вот такое настроение, оно связано обычно с твоим состоянием в жизни, нет? Как это приходит? Почему такая идея приходит, к примеру? Фантазия богатая у меня. Могу такое начудить, что, Сам от себя в шоке? конечно. Расскажи какую-нибудь такую историю, когда ты начудил что-то такое, от чего ты сам был. Ой, это не надо. А вот такого рода бюсты, их заказывают обычно или это все-таки твое решение? Но это от себя я решил сделать, что он хороший человек. Расскажи, кто этот хороший человек. Это Виталий Речевич Гамба, профессор, самый хороший человек, с кем я познакомился. А что вас связывает? Вот просто интересно. Но он как отец мне, вот, по духу. Всегда подсказывает, поддерживает. Направляет, Конечно, наставляет. учит. Ну, я тоже ему могу быть благодарна, потому что благодаря ему и благодаря той книге, которую он написал о тебе, как о молодом творческом человеке, я узнала много интересных фактов из твоей жизни, к которым мы, кстати, сейчас перейдем. Тимур, ты 96-го года рождения. В 7 лет пошел в школу. Но это достаточно поздно считается по моим меркам, учитывая то, что я в 5 лет пошла в школу. Вот. Но при всем этом, я, насколько знаю, ты отличался незаурядным талантом и вообще способностями. Расскажи немного о своей школьной жизни и о том, как твоя любовь к творчеству рождалась. В 5 классе я пошел в музыкальное училище на флейту. 2 недели побыл. Потом меня Нель в Жанне отправила камеральная отбива. Я еще был в 5 классе. Пришел я в этот класс, вот здесь я.
Подожди, вот тут хочу, чтобы мы уточнили. Нинель Бжаня тебя отправила к Амирану Адлиба Да. в художественное училище, потому что у тебя с музыкой дела пошли не так? Не осиливал. Я начал заниматься здесь, в этом классе. Амиран начал Сардионович учить меня лепить, рисовать. И Руслан Габля тоже всегда помогал мне. Тоже мой второй учитель. Так тихо-тихо все пошло. Потом Амиран Сардионович устроил меня здесь. В 2014 году я поступил, там написано даже. Закончил учебу. Амиран Сардионович всегда поддерживал меня во время учебы. Руслан Габля тоже. Всегда меня духом поднимали, не откидывали. И так все пошло. И сижу здесь. В училище, насколько мне известно, поступают после 9 класса или после 11 класса уже. А ты с 5 класса начал Еще ходить до этого. ходить, просто приходить как вольнослушатель, или Вольнослушатель. как это было возможно? Как Это вольно- такое исключение из правил или что? Или как принято в Абхазии по блату? Не, так и по блату я не скажу. Это Я- было исключением из Исключение, правил. да. Потому что твои преподаватели разглядели какой-то такой талант твой. Думаю, да. Вот расскажи, как первые дни, как первые шаги твои проходили? Насколько это было тяжело, сложно? Ты пошел в музучилище, в итоге оказался в худучилище. Как такое возможно? Я не осилил. Мне пришлось прийти сюда по направлению. Если бы у тебя не было этих способностей, естественно, ты не просто так не взял бы и не пришел бы наверняка в художественное училище. Насколько я знаю, ты с самого детства любил рисовать. Более того, тебя преподаватели твои ругали за то, что ты разрисовывал тетради, дело и до книг наверняка доходило. Как это вот все происходило? Расскажи об этом. Ну, во время урока приходилось парты разрисовывать. Приходилось, прям заставляли. Делать нечего было. Все парты разрисовывал. Ну, тащился от этого. Пластилин, знаете, советский, помните? Вот. Сейчас нету такого. Не подарили, я кайфовал с этого. Что-то делал, там брал, машинки делал, фигурки делал. Ну, кайфовал с этого. А что преподаватели? Как реагировали? Убивать хотели, но терпели. Так у меня было. Так, признайся, часто ли ты указкой получал по пальцам? Неоднократно, можно сказать. Расскажи, а какой предмет был самый любимый в школе? Ну, были ли у тебя друзья, с которыми ты сбегал с уроков? Ну, немного о школьной жизни. Самый любимый урок у меня живопись был. С друзьями мы его очень часто прогуливали, с твоими, А учился ты как? так себе. Так себе. Так, значит, учился ты не очень, разрисовывал тетради, книги, парты, при этом обожал рисовать. А твой преподаватель по живописи, ну, наверняка в школах, к сожалению, нет такой возможности прям ходить на живопись. Есть урок рисования. Урок рисования проходит, как и, наверное, в среднестатистических школах, везде одинаково. Как он проходил у тебя, насколько тебя это не интересовало, насколько тебе это было интересно. Может быть, был урок труда, где вы еще с пластилином возились, еще что-то. Или был только урок рисования, где ты мог свои такие фантазии, идеи перенести на бумагу. У меня была прекрасная учитель, Диана Джибовна. Она меня вдохновляла рисованием, показывала что-то. И вот так все у меня пошло после нее. Она всегда меня подсказывала, так делай, так делай, так делай. И до сих пор с ней дружим. Сколько лет прошло. Можно ли сказать, что выбранная тобой профессия, ну, твой дальнейший путь, он был
фактически с благословления с учительницы твоей. Ну, получается, она тебя вдохновила, она тебя направила, а до нее ты увлекался вообще? Мое творческое начало все отсюда пошло. В этих зданиях, в этом классе. Вот. Я любил часто смотреть на эти работы, увлекался, вдохновлялся. Тоже начал стараться что-то делать. Когда еще маленький был здесь. Бывало, что вот, мой учитель Амирана либо лепит большую работу, он мне всегда просил, давай делай. Ты очень много часто говоришь об Амиране Сардионовиче. Ну, это человек, который сыграл какую-то важную роль в твоем становлении как творческого человека. А вот расскажи, где, как он тебе помогал, как наставлял. Я тебя в городе довольно редко вижу. Но если вижу, то обязательно с Амираном Сардионовичем. То есть это твой старший товарищ, это не только преподаватель, не только коллега уже, но и твой друг, можно сказать, старший друг. Так же, как дядя, можно сказать. Какие у вас с ним отношения, какую роль он сыграл в твоей жизни? Он, если честно, во всем мне помогал. Даже благодаря него здесь с вами сижу. И вот всегда он меня вот везде водил, учил рисовать, везде. Как отец, можно сказать. Он для меня на первом месте. Сколько времени ты проводишь в этой мастерской? С 10 до 4 утра могу сидеть. А время на себя, на какие-то свои развлечения. Хотя творческие люди дело своей жизни считают абсолютно всем и развлечением, и работой. Это по субботам, воскресенье. И всем остальным. Семья тебя видит, ты бываешь дома, ты бываешь среди друзей, среди родственников. Даже мать редко видит меня. Вечером прихожу, утром ухожу, все. Расскажи, Тимур, как проходит твой день, с чего он начинается, чем завершается? Я уже поняла, с 10 до 4 утра ты можешь сидеть здесь, но вот этот небольшой промежуток, там, образно говоря, утром зарядка, завтрак, общение с мамой, еще что-то. Наверняка есть какие-то еще другие вещи. Утром встаю, пока оденусь, и так далее, и так далее. Прихожу сюда, сразу работу открываю. Похожу по училищу, по занятиям, посмотрю, что, как у них творится. Прихожу сюда, поработаю чуть. После 6, может, с Амираном Сардионовичем выйдем на берег. Прогуляемся, кружок сделаем, и обратно сюда, и на работе все время. Так, Вот такой у меня график Тимур, жизни. я прям ощущаю, что ты непоседа. Непоседа в каком плане? Ты можешь сидеть 24/7 в одной мастерской, но Да. при этом сидеть на одном месте тебе прям тяжело. Поэтому я предлагаю сейчас встать и пойти смотреть твои работы и показать весь процесс. Наверняка тебе легче будет как-то самовыразиться именно благодаря своим работам, нежели рассказывать о них. Поэтому я предлагаю встать и посмотреть твои работы, и заодно и покажешь, как ты работаешь, как в процессе это все происходит. Это моего лучшего друга, отец, Валера Джумиади. По рассказам сына, очень хороший человек был, военный. Вот расскажи, насколько для тебя важна личная история человека? Мне биография нужна, и она помогает работать. То есть, ну, кем был человек, что он делал, нужна очень. Просто кого попало лепить, мне тоже не хотелось бы. Как давно ты работаешь над этой скульптурой, над этим бюстом? Около 3 месяцев.
идея, которая у тебя есть изначально, и то, к чему ты приходишь в конце, насколько они совпадают? Получается ли всегда все именно так, как задумано? Вообще нет. Все по-разному. Одно сделаю, подумаю, другое получается. Вот то, что сделал, тоже хорошо получается. Вот так у меня вот. Может, тоже попробовать. Я как-то пробовала уже, пробовала, но могу еще раз. Это, правда, очень такая замечательная терапия, Полезное. да, очень успокаивает. Вот скажи мне, пожалуйста, Тимур, ты часто бываешь доволен своей работой? Нет, редко. Самокритичен? Я сейчас ничего не испорчу тут. Не-не. Обманывать не люблю себя тоже. Тимур, в современном мире считается, что можно научиться абсолютно всему. Научиться петь, научиться танцевать. Но есть же вот это вот понимание таланта, одаренности. Как ты считаешь, чисто технически можно научиться вот этому делу? Или все-таки... Не знаю, мое мнение. Или талант должен быть все-таки сам... Лучше учиться, Учиться? конечно. Талант это 1%, я это думаю. Трудолюбие – это Это основополагающее конечно. в этом деле? Уверяю, так думаю, не знаю. Если я талант был, сюда не ходил бы, такой не сделал бы. Знания откуда? То есть талант без знаний – это ничто. Конечно. А как отличить, когда человек талантливый или человек просто, не знаю, работающий над собой, добившийся чего-либо? Вот чем эти люди отличаются, на твой взгляд? Ой, это такой вопрос сейчас. Хорошо, ты талантливый или ты работяга? Работяга, конечно. Талантливый человек что-то придумает. Конечно же, правильно. Он должен что-то придумать, а не то, что есть, делать и делать. Я же ничего не придумываю. Я то, что есть, то и было, то и продолжаю. Это же где-то же стоит все равно такой же. То есть, если ты Великое. ничего нового, гениального не Ничего придумал, нового не придумал. а просто по существующей схеме продолжаешь работать, значит, ты просто работяга, человек, Вот. который освоил профессию, навыки и развиваешься в этом направлении. Так лучше, конечно. Тимур, тебя как творческого человека должно что-то определенное вдохновлять однозначно, я в этом уверена. Что тебя чаще всего вдохновляет? Может быть, это городские какие-то мотивы, может быть, это наша природа, возможно, какие-то фильмы, музыка, творчество других людей. Что именно тебя вдохновляет? Природа, думаю, она у нас богатая. Когда ходишь, свежий воздух, очень приятно. И Ну, при этом нужно сказать, что специфика твоей работы тебе не позволяет фактически изображать природу. Хотя есть один секрет, который ты нам не особо хочешь раскрывать, ты еще и живописью увлекаешься. раньше, да? Раньше да, а сейчас нет? Нет. Скажи, а что ты изображал чаще всего? Людей. Это я любил очень. Да и деревья не рисовал. Разные движения делал. И очень много рисовал их. Потом приостановил это дело и на лепку пошел. Ты можешь нам рассказать, вот в чем отличие? Ну, рисунок очень сложный по себе, так думаю. Там надо рассчитать все как-то, на карандаше там измерить как-то. А лепку там покрутить-то можешь как-то. Это объем чувствуется. В рисунке надо еще ужас. Это как
Тяжело. Вот смотри, Катастрофа. тут еще и другая сторона твоя раскрывается. Ты сам говорил о том, что прежде чем слепить, ну как принято же сначала начертить, но ты не чертишь, в своей голове держишь чертежи, а потом все это переносишь на... Конечно. Ну, это эскизы. А так я не делаю. Остальное делаю, да, разные вещи, но эскизы я не делаю на карандаше. Почему? Тебя не ругали за это твои преподаватели? Зачем я все колоды буду раскрывать? Вдруг кто-то узнает еще, мало ли чего. А ты боишься, что кто-то другой твою идею Конечно. воплотит в реальность? Тут такие люди, что опасно. Такое бывало когда-либо? Конечно. Интересно. Но я очень люблю это занятие. Это как смысл моей жизни тоже. Вот. Я создаю, вот видите, как все. Без этого жизнь не жизнь. Каково это вот создавать? Ты прям так воодушевленно говоришь об этом. Очень интересно все это там происходит. Этапы. А когда что-то не получается, когда что-то идет не по плану, ты вот начал, вот, ну, не Я идет. уже оставляю это все, закрываю временно. Раньше я ломал, а потом сейчас ни один не ломаю, все А сохраняю. на сколько времени? Ну вот ты говоришь временно, а на сколько по времени? Ну, пару недель, потом начинаю. А вот пару недель, пока не идет работа, чем ты занимаешься? Другими скульптурами? Конечно. Занимаюсь лепкой, что-то другое сделаю, какую-нибудь работу сделаю, допустим. Вот. Потом неделя проходит, открываю, тоже дополняю. Если что-то не понравится, закрываю и обратно ухожу. Художники, скульпторы, вообще творческие люди одновременно могут работать над разными композициями, произведениями искусства, то есть писать разные картины одновременно, лепить разные там работы. У тебя как это все проходит? Вот на сегодняшний момент, помимо этой работы, есть еще скульптура, над которой ты работаешь? Да, дома у меня. Эскизы варю. Ну, пока не закончил, но надеюсь, закончу. Как-то покажу. Сейчас не показываю ничего. Боюсь. Каким ты видишь свое будущее? Светлое. Светлое будущее – это, конечно, здорово, и мы тебе желаем такого будущего, но я хочу, чтобы ты немного раскрыл свои скобки, свои карты заодно. Какие у тебя планы на ближайшее будущее? Какие идеи ты хотел бы воплотить в реальность? План на будущее – создать очень милые работы, очень много. И работать. Назад не смотреть и дальше. Много работ хочу сделать, много композиций хочу. Надеюсь, все будет. А какого рода работы? Какие конкретно? Может быть, у тебя есть какие-то уже персонажи, которые ты вот для себя определил и вот хотел Конечно, бы с них... Надеюсь, выполнить это. Не скажу. Надеюсь, мы их воочию сможем тоже лицезреть. Надеюсь, вместе увидим. Все, договорились. Спасибо. Вам тоже спасибо.